Добрый день, Дмитрий, добрый день, уважаемые приглашенные. Очень короткий отведенный отрезок времени дам. Я постараюсь вложиться в него. Я хотел попросить, первый слайд. Ну, во-первых, надо сказать, что те изменения, которые в нашем акционерном обществе происходят, они различны, но большой упор мы делаем на обработку и анализ данных. И вот перекликается история с тем, что сейчас звучит. Сейчас век постправды, с одной стороны. С другой стороны, технические возможности позволяют анализировать огромный объем данных и на самом деле принимать наиболее достоверные решения. Особенно это важно для нас, для как коммерческой деятельности, коммерческой организации. Для нас выверенные, продуманные решения являются решающими. И если мы посмотрим на сегодняшний день саму информационную систему Тателекома, то речь идет о 40 информационных систем, 127 баз данных, 100 терабайт данных у нас на сегодняшний день и огромный поток новых записей ежедневно. Соответственно, нам что удалось? Нам удалось в довольно короткий период поднять платформы по анализу данных и внедрить аналитическую культуру в компании, когда каждое подразделение принимает решение не на основании просто своей интуиции или предыдущего опыта, потому что сейчас очень быстро все меняется и он часто подводит, а на основании глубокого анализа данных, который как раз находится в этих информационных системах. Порядка 1100 дашбордов у нас на сегодняшний день в компании. Естественно, я пользуюсь только частью из них, порядка 20, а остальные дашборды, то есть информационные эти сведения, они необходимы для принятия решений на разных уровнях, начиная технологических, маркетинговые и так далее. И одним из таких дашбордов, который мы хотели продемонстрировать, один из сотни, это наш дашборд, касающийся, интересующийся данной темой, я думаю, данной аудитории, это телесмотрение. Говоря о телесмотрении, надо понимать, что 3 подхода основных в телесмотрении по анализу. Это интервьюирование, то есть это когда речь идет о телефонном опросе или личном опросе. Это дневниковые исследования и аппаратные методы. У каждого из этих методов есть плюсы, свои минусы, но понятно, что наиболее релевантным, наиболее достоверным является аппаратный метод. На сегодняшний день в этой области, естественно, лидером в России является Медиаскоп, но каким образом происходит замеры аудитории телесмотрения? Так называемые у них есть приставки пиплометры, и если говорить по России, это чуть меньше 5500 этих приставок, и если говорить о Республике Татарстан, то всего лишь в Республике Татарстан их 99, и самое главное, что они все сконцентрированы в городе Казани. Соответственно, говорить о какой-то такой по полном охвате сложно. Если сравнивать наши средства, которые мы сейчас развернули, сразу скажу, что проект реализовывался последние 4 месяца, сам дашборд дорабатывался 2 месяца, то есть это в короткий период была проделана огромная работа. У нас на сегодняшний день 128 тысяч IPTV приставок по Республике Татарстан. Если говорить о Казани, то их больше 4,5 тысяч. Почему такой разрыв? Надо понимать, что в городах там большое присутствие КТВ, кабельного телевидения, и на IPTV приставок меньше. А если говорить о районных, о сельских областях, то там, естественно, их намного больше. Но, тем не менее, 4,5 тысячи – это намного больше, чем 99 у Медиаскопа. Сразу отмечу, чтобы не было разного толкования, что для нас сохранность персональных данных является главным базисом, поэтому все данные, которые поступают, они деперсонализированы, и мы обрабатываем только большой массив. Следующий слайд показывает, то есть когда мы говорим, что мы вступили в век больших данных, то только обработка этих контента, который поступает с 128 тысяч приставок, это требует почти 700 миллионов строк мы обрабатываем. То есть это те именно большие данные, которые говорят много лет. И почему так много? Потому что мало того, что их сами по себе приставок много, мы еще делим все телесмотрение по 5-минутный контент, чтобы анализировать конкретно, что смотрит аудитория. Следующие 4 ролика я бы хотел продемонстрировать основные аспекты, как это работает и какие итоги можно, результаты, какие часть представить. Естественно, только небольшая часть. Перед нами действующее приложение, там указано 128 тысяч приставок, 241 канал.
аудитория за выбранные сутки составляет более 117 тысяч. Что интересно, обратите внимание, внизу слева и справа есть количество включенных телеприставок достигает 80%. То есть, когда говорят, что телевидение умирает, ну, мы, по крайней мере, это не видим. Огромная аудитория. Понятно, что 80% это больше, чем, допустим, официально, там, простите за мир, там 70%, но здесь связано с тем, что приставка все-таки на семью, и, как правило, все-таки приставку покупают люди, которые наверняка будут смотреть телевидение, да? Но все равно надо понимать, что аудитория огромная, и ежедневно смотрит огромное количество населения. Следующий слайд. Здесь мы показываем, ну, на примере Татарстан-24, мы можем, то есть дашборды все живые, можно провалиться в любой, так называемый, углубиться в любой график и посмотреть что-то. Вот здесь Татарстан-24, мы видим, что мы можем прямо разгруппировать его, и понятно, что он представлен, канал Татарстан-24, не только там стволовым, но еще и в районах. И мы видим, что вот эти характерные пики, это телесмотрение по часам, это когда идет новостной выпуск, соответственно, идет очень резкий подскок телесмотрения в аудитории. То есть люди смотрят конкретно по времени увидеть какие-то новые события. Следующий ролик, он касается, ну, я думаю, здесь вот начинается самое интересное, доля телесмотрения. Обратите внимание на много споров по поводу регионального телевидения, но если говорить в целом, да, понятно, что вот по нашим приставкам доля ТНВ, он всегда устойчиво входит в первую тройку, в данном случае вообще на первом месте, вот в этот день, да, мы там 19 октября мы видим, на самом деле понятно, что там в разные дни он может там меняться, но в целом, вот это, если мы говорим, допустим, сельское, то огромный отрыв канала ТНВ по телесмотрению от даже российских. И понятно, что если мы, допустим, возьмем исследование, там мы можем там город, допустим, взять, там будет ситуация меняться, будет уменьшаться. Но в целом надо понимать, что аудитория у регионального телевидения, она, ну, это крайне востребована, и она действительно огромная. И последний тоже ролик, я думаю, еще больше внимания привлечет, это сравнение каналов лидеров. То есть мы здесь выбираем 3 канала. Это ТНВ, Первый канал, Россия. И мы можем не только просто проанализировать общее телесмотрение, мы можем опуститься и посмотреть по часам, когда, во сколько, какой контент был востребован. Это вот общее количество домохозяйств, которые смотрели эти 3 канала в совокупности. А внизу мы видим телесмотрение по часам. Мы видим, что, допустим, там Россия, она смотрелась там очень интенсивно там, до 17, а потом публика, ну, телесмотрение перетекло в ТНВ, и ТНВ по своему объему телесмотрения пробило там, с лихвой там, в 2 раза больше, чем была аудитория, чем любые там, другие каналы, которые лидеры. Мы можем дальше углубиться и посмотреть, что же привлекало аудиторию, вот, допустим, в этот день на этом канале. Мы видим, что то есть, вот здесь можно вся сетка телевещания любого выбранного канала, и мы чем темнее, тем больше была аудитория. В данном случае там, у нас мы видим, что лидерами были там юмористическая татарская передача и была трансляция хоккея. То есть мы можем четко определить, какая передача, когда привлекла внимание. И надо понимать, что это касается не только регионального телевидения, это касается и федеральных каналов, потому что у нас, в принципе, гораздо более релевантный подход, и именно мы основываемся на больших данных, а не на, как бы, на узких мнениях, и мы можем четко отслеживать эффективность того или иного, той или иной программы. И в заключение, мы хотели, да, изучить возможность коммерциализации, потому что мы считаем, ну, инструмент достоверно востребованный, мог бы быть с пользой в различных применяться в различных областях. Второе, мы, конечно, очень большой сейчас упор будем делать на то, чтобы посчитать возможность подсчета GRP, суммарный рейтинг таймслотов. И третье, мы дорабатываем уже в части не просто вот уже это общий базовый подход, а те запросы клиентов, которые есть, чтобы сразу же готовы были дашборды, целевые для них, они были под рукой.